крекер. Мои слова. Мои слова. Он заткнешься? Может, заткнешься? Вопрос не в том, почему эта тупица повторяет все, что я говорю. Главное в другом, почему я считаю необходимым повторять этот идиотский вопрос. Полли хочет крекер. Полли хочет крекер. Меня зовут не Полли. Ее зовут не Полли. Почему же я считаю, у меня есть это желание повторять себя? Да. Все время эти фразы. Я не хочу крекер. Я не люблю крекер. Я бы предпочел чизбургер с картофелем фри и молочным шоколадом. Красивая птичка. Красивая птичка. Красивая птичка. Красивая птичка. Вот заткнешься! Может, заткнешься? Да что со мной не так? Я что, выживаю из ума? Мне какое-то психическое расстройство. Я раз за разом говорю эти фразы, хочу остановиться. И не могу. Я совсем не из тех, кто ходит целыми днями по желточке, кивает и говорит: привет, красавчик, привет, красавчик, привет, красавчик. Ой, заткнись, тупая ослица. Заткнись, тупая ослица. Че? Я это ненавижу. Я это ненавижу. Ненавижу! Так я еще должен делить клетку с этой тупицей. Этого достаточно для того, чтобы... Этого достаточно, чтобы встать на пути движущегося кота. Полигатная птичка. Гадкая птичка. Гадкая птичка. Гадкая птичка. Пенис. Я готов отдать свой пенис ради 5 минут интеллигентного разговора. Тому, у кого есть разум, так одиноко в этом мире. Нет. Тому, у кого есть разум, так одиноко в этом мире. И однако, глядя на эту пиццу, я вижу себя. Я вижу свое безумное желание повторять эти бессмысленные фразы столько раз, которые я слышал столько раз, что не могу выкинуть из головы. Почему не могу контролировать себя? Дай мне поцелуйчик! Дай мне поцелуйчик. Я не хочу ничего этого говорить, это сложно. Я не хочу ничего этого говорить. Я не хочу. Это сводит с ума, вызывает желание. Это сводит с ума, вызывает желание лететь в электрический вентилятор. Кто бы пришел и поговорил со мной? Кто бы пришел и поговорил со мной? Да ради Бога! Хоть и раз скажи что-нибудь, чего я не говорю первым. Я бы хотел услышать тебе хоть и раз чего такого, чего я не говорю первым.
Не говори, что ты любишь. Ты меня не любишь. Ты вообще не знаешь, что ты говоришь. Ты паршивый магнитофон вперед. Ты не скажешь ничего умного, даже если это будет зависеть от твоей жизни. Я ненавижу омерзительную пустошь с маленьким лесом. Что? Я думаю, вам достались плохие яйца, мистер Джонс. Где ты это взяла? Отныне время само по себе и пространство само по себе является целью, и лишь единение их Твой практически пустой мозг принимает сигналы от кого-то извне. физики считают этот мир реальностью, но атом, который они кладут в основу своих доводов, является лишь субъективной искажением реальности. Он сейчас прав. Это телепатия? Это телепатия? Твой практически пустой мозг принимает сигналы от кого-то еще? Внимание, жители Земли! Мы не пришли, чтобы поработить вас. Мы пришли, чтобы дать вам знания. И не забудьте осечь дверь, которая может вам дать под зад, когда вы оттуда уйдете. Я больше не выдержу. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Ой, мороз, Прекрати! сердце красавицы, словно Заткнись! Почему ты не можешь заткнуться? Просто оставь меня в покое! Я не могу это слышать! Оставь меня в покое! Почему ты не можешь оставить? Я люблю тебя. Зато я тебя не люблю, тебя ненавижу! Я хочу, чтобы ты сдохла, чтобы тебя перекрутили через дорогу, превратили в кошачью еду! Отец заставил ее замолчать. Наконец здесь мир и покой. Такое облегчение. Ты дуешься? Я тебя обидел? Бедная маленькая Пегги, столько месяцев выносила мне мозг, а теперь думается о том, что я ее не люблю. Пегги. Послушай, я совсем не против время от времени поговорить о чем-либо, но только не о крекерах. Эй, козёлка, навести мне как-нибудь. Алло, гараж, ты в коме или как? Черт побери, скажи хоть что-нибудь. Пегги, ты там не умерла? Пегги, ты там не умерла? Я тебя люблю.
тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Пегги хочет крылья? Ну, смотри, хоть. Прикольно. Не знаю.